21 ноября, пол-восьмого времени. Ну и снова здравствуйте, друзья. 2 дня нас не было на реке. 2 дня. Были дома, сделали свои дела, заплатили налоги. Теперь можем спать спокойно. Отдохнули. И вот наконец-то мы опять на нашей реке. Сегодня у нас вместо Санька Серега. Вон, Серега. Иван Григорьевич, это... Знакомое лицо, да? Иван Григорьевич. Да, и вот наш обзор. Говорят, река Печора встала. Так, смотрим, что мы видим. Ну, здесь мы вот хариуса ловили, да, здесь стоит. Там стояла. Ну, вот, а там, смотрите, что. Вы это называете, что это встала Печора? Это просто вот на несколько километров огромная полыня. На улице -1. +1, наверное, уже, не минус. Вон. И вот это все вот открыто. Вот это все открыто на несколько километров вперед. Вот. Все дальше открыто, открыто и открыто. Просто где-то перешейки, видать, приклеило. И просто огромные полыни на несколько километров. Теперь это когда замерзнет, хрен его знает. Вот такая вот хрень получается. Но я думаю, вот это где прижало, если много где открыто, скорее всего, если вода поднимется, может прорвать опять фарватер. Берега-то эти не тронет, а фарватер прорвет. Мороз нужен. А? Мороз нужен. Мороз все склеит. Вот это долго не будет клеить. Полыни такие здоровые. Маленькие бы склеило. Так, ну а мы берем сейчас пешню, берем удочки и пробуем выйти на лед. Здесь тогда лед был тонкий, опасный. Я сейчас ниже зайдем. Нет, почему? Вот здесь и будем пробовать. Не. Ну, я попробую здесь. Где вода? Тут нет воды. Все, пробуем. Вот там, если будет. Итак, попытки поймать на Печоре возле елового леса, по-нашему Козьявер, что-нибудь не увенчались успехом. Хариус не клюет. Прозрачный лед, местами видно, что на дне ни одной рыбки, ни малявки, ни ерша. Вокруг все зашуговано. В общем, не рыбное это место. Все, вот приехали на наше место, где ловушки на малявок. И сейчас посмотрим, есть что нет. Соберем урожай. Если там что-то попалось. Нормально замерзло, смотри. Если что-то попалось, возьмем мальков. Поедем заниматься палками. Я думал, Печора встала, так вода прибыла. Она еще больше упала почему-то. И стала она как-то, не поймешь как, где-то, видать, остановилась. А большие площади просто остались открыты. Полыня везде. Огромная полыня на всю речку. Это очень плохо. Это нужно очень большие морозы, чтобы теперь все замерзло. Так, лопату мы сегодня не взяли. Дай бог с ним. А, наколенники тоже не взяли. Ну, машина есть. Вон, замерзло 5 сантиметров. Зато лопату не тащил. Зима опять кончилась. Опять зима закончилась, блядь. Надеюсь, этот снег хоть не растает. Так, ну что, смотрим. В прошлый раз здесь нормально было, на 2 палки, сейчас 4 закинул. Что-то есть. Может, их пожарим? Тут, смотри, нормально живет он. Это одна ловушка из 4. Нормально. Вон вторая. Сейчас посмотрим. Тут уже больше сотни. О! Нет, вон. Смотри.
такие крупные, да? Нормально. Немножко комбикорма есть для запаха. Что-то не нашел в машине комбикорм или в буксе оставил, не помню. И тут еще две. Ну и тут есть. Каждый сегодня есть. И не надо ни сачка, ничего. Теперь это мы отвезем, если нормально они доедут. И в тюрьму. В садок. Вот это хреновая ловушка. И то залезла. Вот она сломанная просто, видишь? Угу. Мальки уходят. И комбикорм еще немножко есть для запаха. Ну вон тут сотен 5-то есть, наверное. Вон, смотри. Нормально. Так, потихонечку запас делаем. Отлично. Хоть где-то рыба клюет. Без больших усилий, да? Ну, относительно, да. Пока лед тонкий. Надеюсь, лягут. Это невелика беда. Для черной грязи. Глина какая-то синяя, блин. Ну все. Сколько мы рыб поймали? Дофига и больше. Пошли. После 5-й сотни перестали считать, да? Да. Ну вот. Ты лишнее не лей. Ну вот оно. Вот оно, самые клевые в рыбалке, да, Вань? Да. Самые клевые. Приехали, разгрузимся. Раз не клюет. Нет. Разгрузимся. клюет, обрыбились. Вот такого жигана поймали. А поймали, отпустили, да. Разгрузимся. Вон сколько всего. Ведро с живцами, второе ведро. Хлама вот тут, пила. Ой, сумка раз, сумка два, сумка три. Тут вот. Это не это. Нужные вещи. Грузились. Пришли на место, видно лунки, кто-то пробовал, уехал. Ну, не кто-то, видели, что уже уехали. Поклевок нет, поймали одного жигана. В общем, покушаем и вперед на работу, да, проверять наши палки. Посмотрим. Надежда умирает последней. Время 10, да? Нет, наверное, еще полдесятого, я так думаю. Ну-ка. Без 15. Не твое, не мое. Иван Всё. Григорьевич слова не ставил, так что... Я сказал, Короткий без пересуд. 15 Так, скажу Твое теперь. вот. А Павлович, кто полный наливает? Ну так, Иван Григорьевич ты не сказал, бегай, сколько? чтобы Всё. разливалось так. Ну давай. Ну давай, с будущим хорошим уловом, чтобы наша корыта была полная рыбы. У нас впереди 2 дня приключений. Да. На 2 дня. Вы Нет, забудьте про полное меня. не надо, полное не. Так негде сидеть. Кто-то мне из подписчиков сказал: Геннадий, я уж не Вообще помню кто. теплое. Серега, фамилию забыл. Ты, говорит, пить-то пьешь, но не так, как Григорьевич. Почему не пьянеешь? Григорьевич, говорит, умеет пить, он, говорит, жахнет, говорит, и крякнуть, говорит, так хорошо умеет, говорит, а ты не крякаешь, говорит. Я говорю, какие мои годы, я еще научусь. Григорьевич выпьет, говорит, и крякнет, говорит, а ты, говорит, просто пьешь и не крякаешь, говорит. Нам крякать еще рано. Нет, если вкусно, то крякай. А если противно, бывает так, что не можно. А он еще так стопку так вязнет или на стол так поставит, ну. О, Это дело. да. Поняли, да, как надо употреблять рыбацкий напиток? Вот. Ну, теперь перекус, покушаем. На улице +1, опять Весна. тепло, опять все тает. Весна. Как это мне уже надоело, блин, после таких морозов все Это растаяло. апрель месяц. Да. И солнце светит. Ладно. тоже сильно. Утренник, да, утренник есть. Сейчас опять все растает, все откроется. Ладно, посмотрим, что у нас там на Печоре. Пока обедаем. Чем же мы занимаемся сегодня? А мы занимаемся вот тем, что те палки, которые мы оставили 2 дня назад,
которые были вровень со льдом. И я боялся, что после ледостава вода прибудет, и эти палки просто будут на глубине, и никак будет к ним не подойти. Вот что творится. Вместо того, чтобы прибыть в воде после ледостава, так называемого, она еще упала где-то на полметра, грубо говоря. И вот такой вот, друзья, ледостав. Вот такая картина Репина получается. Вся Печора открыта. Где-то сверху тормознулась, вот там видно. Прижала льды. Тут все открыто. Где-то снизу, возможно, затор. И вся Печора просто открыта. И стоит плюсовая температура. Никакой шуги. Такого ледостава за свою жизнь я еще не припомню. Что, я понимаю, 1-2 полыни, там 300-400 метров. Но так, чтобы по пару километров полыни, и так вот по всей Печоре. Вода маленькая, были морозы, потом резко потеплело. И ничего нельзя сделать уже. Ничего не сковало, ледостава нет. Ледостав есть, а льда нет на реке. Вот такая вот фигня у нас получается. И сейчас тепло, возможно, опять вот то, что склеилось, прорвать, и опять пойдет ледоход. Ставим вот оттуда палки сюда, вдоль открытого. Глубина где-то по орешке. Тут хоть вода есть. Оттуда, где мы поднимали, просто поднимали уже, палки были в земле. Где вода была по колено, теперь они уже в земле. Вот такая вот печальная картина. Вон наши палки. Вот эта вода, вот это озеро, типа, было вровень со льдами. Теперь, как мы видим, вот оно. Больше, чем на полметра оно упало. И здесь уже воды нет. Вода есть немножко. И мы вот ставим вот на такой тонкий лед, который пробивается с одного раза. Вон. Вот сюда мы ставим продольники. По возможности проходим. Здесь вот есть подход к рыбе. Есть вариант, шанс, что может быть что-то туда попадется. Но никак не дает. Никак не хочет Печора в этом году остановиться. Никак не наладится наша рыбалка на налема. Пипец какой-то просто. Ладно, не унываем, продолжаем переставляться. Рекламная пауза. Шли копчен, вот на работе это все на работе, это стол наряженный, и брага там. Вот коптим. Это открыл посмотреть, что там творится. Вот шашлыки на работе, вот КамАЗ стоит тут в гараже прямо у меня, в мастерских там. Вот. Ярим, блядь, и брага там стоит, блядь, фляга. Нахуй, что, блядь, там ебать их рот, говорим. А потребляете тоже, да? Ну что, вон, видишь, тут, видишь, потребленный. Ну что, вон, сколько рыбы, тут все. Немного выпустить, да, тоже? Да, ну видишь, все. Я брага, знаешь, как берет, блядь. Вот, видишь, какой хариус. Стол и какой хариус. Я не взвешивал. Ну-ка покажи. О, на столе. Видишь, какой стол и какой хариус, блин. На весь стол. А вот видишь, Не взвешивали? не, видишь, какие глаза? У него, блин, наружу глаза такие, как, я не знаю почему. Испугался? Ну, я не знаю, видимо, но, блин, ну, видишь же, какой, вот отсюда мне до сюда. Вот, Он же тебя еще не видел ни разу. Да, не видел людей-то. Сидим, ужинаем. Вернее, уже поужинали. Бадью целую котлет смолотили, аппетит, слава богу, у всех хороший. Ну, за целый день Да, наползали. сальцо, мальцо, Да. яички. Все эти. Иван Григорьевич делится впечатлением. Вот, это уже Троицк. Это Троицк, это Троицк, это внучка. Это Троицк, это дом. Вот смородина дает 15 литров куст один. Вот. Это Покча-клуб, Покча-клуб, Покча-клуб. Это Скородом, Скородом.
Это Скородум, Скородум. Это уже горка, Уссыльма. Уссыльма, там грибов мы собирал. Это дочка моя Кира живет. Это пионерия наша, пионерия. Мы это смотрели. Так, ну-ка, вот за этим. Это Печора, вот остров там Заречье, там. Это мыло, ну, самое половодье. Ставлю Это мы аппаратуру с Игорем вот на зарядку. на перевал базе. Видишь, И тут я вспомнил, окуней что я- там. Ну, такой окунь круг. Ужин-то наш даже Я не тут снял. наловил, блин, видишь, сколько, а Сначала Игорь там аппаратура была ловит вся вот. запотевшая. Это весной. Ну а потом, пока Ну, поели, вот тут что-то мне за совершенно дамбой. забыл. Там. Днем сегодня снимать Вот было это нечего. тоже на Печоре. Изба вот растоплена. Вот Крюза. на Всё Печоре. готово ко сну. Это были Сегодня тогда бессонница. вот Гена, Виталик был, вот, Мучить точно не А? будет. Ну, Ни вот минуты не, сна на этот сегодня не было. подольничек вот. 5 я вытащил. да, Будильник был на 12. 4 часа. А времени ложиться Это 3:50. На 10 вот минут туда, просто лег, полежал, дом отдыха. встал и пошел Там собираться. вот такие скульптуры в доме отдыха. Потеплело, Везде на каждом вода этаже. падает, речка Это стоит, у меня друг с кругом работы. огромные полни. Я пришел к рыбалке в театр, никакой, и мы но там с ним встретился, они мы не как раз унываем. концерт давали. Вон сидим И мы встретились, в рыбацкой избе сфотографировались. с рыбацким Это напитком. вот Валя там, ну, мы пришли в театре, в самом, вот, Кушаем, пьем, это внучка. скоро ляжем спать, Это надеюсь. меня вот поцеловала, Завтрашний эта день дама. будет намного Валя интереснее, совсем чем сегодняшний. простая, вот левую дверь А пока просто уже просто назад засыпаю. сдает, и, вот, шмак. Глаза закрываю. Это- Иван сегодня, походу, выспался хорошо, да? Я нет, я не спал, вы что? Это щуку мы ловили вот летом. Это вот моя лодка. Это Игорь спит, ноги. Я уже скупался, вышел, а он все еще спит. Я вот летом впечатления такие. Так, вот это Уссыльма, 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 Уссыльма. Костюмы. Ни одного, нету два одинаковых костюма, ни у кого. Вот это француз. Фотографировал. Жерар Депардье? Да, приезжал. Это француз, я тоже его сфотографировал. Вот я с Валей тут тоже. Я тоже не Тебе, кстати, он опять привет передавал. Да, я тоже не русский. Вот. Он меня тоже фотографировал, я не знаю, как это. О, вот. Вот Валя с костюмом. Тут сцена. Короче, тут это я. Чтобы вы знали, что это я вот выступаю. Тут Сусинска этот Славик играет, а я пою. Короче. Потом дальше я без него там пел еще. Это у меня друг в Уссыльме живет, Дуркин. Это его жена, учительница. Это я в костюме национальном. Это я с ним. Это там люди выступают, люди. Это приветствие. Это тоже приветствие. Это приветствие. Это мы кашу там едим. Там староверы же варят кашу покойникам ночью над Печорой. И, короче, мы там вот Варя с подругами там, с этим, вот, костерчик горит, кашу пшенную сварили, винца попили, кашей заели, все. Вот. Вот такие дела. Вот Валентина дома сидит на лавочке. Это я картошку сажаю 20 июня. Вот, черемуха цветет, все цветет, а я, по доске хожу, чтобы не топтать. И потом 6 июня выпал снег. 1 июня, то есть выпал снег. Выпал снег. Во, выпал. И вот, пожалуйста, на грядках посадили грядки, и кругом снег. Так, это у Игоря отец умер, старый Новосельцев. Это вот озеро лесное, на лесном озере рыбаки. Вот. Григорьевич, тебе народ говорит, что тебе пора свой канал уже открывать. Мой ящик, вот.
Не задумывался об этом? Нет, Свой YouTube канал? нет, зачем? Он как твое место охраняет, твою лунку. Нет, да. Я ящик оставил, вон Чтоб тут лунку, рыба, чтоб да. лунку не заняли. Просто отошел, чтобы народ этот, знакомых всех, как они внимательно лунку смотрят. Я потом говорю этому Ляшову, я говорю, упадешь в лунку. Он прямо наклонился, я говорю, упадешь. Может, он рыбачит в приглядку? Да, вот. И я потом смотрю, такое это солнце вышло, чистое небо, и такой лес, и это природа. А потом вот чучела, которые в ДК. Вон, зайцы, лисы. А это олень. Григорьевич мне на день рождения канала чучело косача подарил. Ну, чтобы ты зацепил где-нибудь на березу и сидел. Вот Олежка. Валя такая говорит, а где ноги? А кот, оказывается, отгрыз ноги, блин. Он там в сарае, Валя его повесила в сарае, кот достал и ноги отгрыз. Ёкало, ну, вон их там сколько пасется, как овцы, блин.